еще есть же эго, да, еще есть эго. Вот это тоже был для меня момент очень интересный. Причем у тебя оно было такое. О, я же был, я помню, тебя какой-то был. Там G5, как бы такой крутой бизнесмен, как бы, и этот. Даже если тебе не платят деньги, ты готов этим заниматься. И вот верите, нет, я не разбираюсь в кухне. Я не разбираюсь в напитках. Мне вот если глаза закрыть, дать этот виски, я иногда виски с коньяком путаю. А как ты пережил смерть бизнес-молодости? Слушай, бизнес-молодость не умерла. Всем привет, это подкаст «Три медведя», и я Панда, Фарход Холматов, белый это Искандар Мирзоганиев, бурый это у нас Бехрус Насрединов, и с нами снова очаровательная Зебота Джибаева. Напоминаем, тема этого сезона «Пан или пропал». Мы говорим с таджикскими бизнесменами о бизнесе, об их проблемах, успехах и провалах. И сегодня у нас в гостях Максут Пулатов, управляющий партнер ресторана Public Pub 2.0. 2.0, да. Ему, кстати, как никому другому знакомая ситуация, когда ты пан, пропал, да, и опять рванул в пан. Да, Максут, как это вышло? Ну, смотрите. Во-первых, я хочу сказать, что для меня вот за последние 2 года немножко поменялось мое мировосприятие, мировоззрение. Вот, для меня сейчас нет ситуации, вот, как вы говорите, пан, да? Вот, потому что пан для меня это прежде всего мое внутреннее состояние. То есть то, что сейчас Public Pub появился, и я сейчас вроде опять на слуху, это уже проявление вот того внутреннего состояния, которое на самом деле первостепеннее. Вот, то есть за то время, когда закрылся Public Pub, это было очень полезное время. Вот, со мной произошли очень мощные несколько трансформаций, то есть переосмысление жизни, вообще мировоззрение мое поменялось. Вот, и я могу сказать, что еще до, было, конечно, время стресса такое, когда паблик закрылся, когда ты теряешь в доходах резко, это все сказывается, все такое. Вот, но вот еще за год или за 2 года, за где-то 1,5 года до того, как Public Pub опять получился, мне удалось нащупать этот баланс свой внутренний. И я был уже тогда в порядке. Уже был в порядке. У меня есть еще один параллельный бизнес, я там тоже на 50%, это полиграфия. Вот, я занимался ей, работал, все было хорошо, проблем не было, денег было чуть меньше, это отчасти от этого не зависит. Вот, это разные категории совершенно. Вот, и, значит... Ты в душе сейчас пан. То есть ты... Я паном стал 1,5 года назад. То есть ты стал самоудовлетворенный, да, есть... счастье, чувство такое. Да, что изменилось, что сподвигло к тому, что ты просто сказал: все, ребят, сегодня я пан, все. Во-первых... Я выхожу из стресса, из депрессии. Да, когда это все случилось, я начинаю читать, начинаю искать. У меня я закончил политехнический. Вот, нас научили работать с информацией, да, надо искать, если есть проблема, надо искать решение. Я начал читать, то, все. И два очень мощных таких воздействия на меня были. Это первое, есть такой психолог Игорь Саторин, progressman.ru, это у него сайт. Вот, он, психолог, я начал читать его взахлеб, прям я нащупал, что вот она информация. То есть я начал разбираться, почему стресс вообще, почему люди стрессуют, как это, откуда берется. То есть именно психологические аспекты, откуда это все берется. Вот. И второе, это есть такой очень мудрый человек, его зовут Садгуру, тоже можно на YouTube загуглить. Да, я очень, знаешь, да, Садгуру, да. Это который индус? Да. Он йогин, мистик, Вот, я не говорю, что я прям все фанат его, но оттуда тоже я почерпнул некоторые такие моменты, да, которые, инсайты, да, что называется. Вот, что все наши переживания, эти стрессы, это все результат, скажем так,
вот это, ну, первое, да, это что, о чем нужно сказать, что есть вот западная культура, которая всеми возможными способами, как бы, через рекламу, через кинофильмы, насаждается, все насаждается нам, да, и мы как аккумулятор это все впитываем, как бы. Потом есть, ну, то есть, задача любой рекламы, как бы, продать, то есть, ты должен соответствовать этому образу. Это с тобой делают, то есть, как бы, ты хочешь, не хочешь, как бы, им надо продавать, и они это происходит ли это хаотично, или происходит ли это, как бы, именно осознанно, неважно, это с тобой происходит. Так вот, все эти стрессы от того, что ты, как бы, у тебя есть ожидания, чтобы быть таким, и потом что-то не получается, и вот тут получается, как бы, ну, несоответствие, диссонанс, и вот здесь человек начинает, как бы, стрессовать, считать, что он не успешен, какой-то не такой, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть это все вот в голове, в твоей голове, вот в уме твоем происходит. Нам же, чтобы просто быть живым, надо, там, не знаю, 2 раза в день питаться, вот, ну, не умереть, как бы, от голода, как бы, от холода, чтобы крыша была над головой, там, во что-то одеться, вот, ну, не заболеть, да, как бы. Вот, и, по сути, как бы, тело твое не умрет, ну, то есть, тело будет расти и... Стареть расти, уже, ну, будет стареть, да, ну, как бы, то есть, оно будет идти своим, как бы, ходом. Вот, поэтому это совершенно разные вещи. И я тогда зарабатывал, там 3 или 4 тысячи сомон было время, то есть, ну, столько примерно зарабатывал. В вот. день? Нет, на тот момент это когда ты в месяц уже да, когда я зарабатывал. уже ушел в минус, как бы, уже потерялся паблик-паб. Вот, и все, и, как бы, хватало на все. Ну, там бывало что-то нужно, ну, там перезаймешь у кого-нибудь, как бы. То есть... Такое тоже было, да, уже? Да, и ты ограничил свои расходы, да, значит? То есть конечно, конечно, да. Очень, еще есть же эго, да, еще есть эго. Вот это тоже был для меня момент очень интересный. Причем у тебя оно было такое. Я же да, был, я как помню, бы, тебя какой-то был. Там G5, как бы, такой крутой бизнесмен, как бы, и этот. И потом, и вот я хочу рассказать про этот момент, очень мощный, прям, тоже я его никогда не забуду. Короче, машина сломалась, что-то, в общем, надо было мне доезжать от точки А до точки Б. Как бы, денег там тоже что-то в кармане было, не знаю, там 10 сомон, короче. Я понимаю, что все, теперь ты, дружок, будешь ездить на общественном транспорте. И вот зайти в троллейбус, да, и ты думаешь, сейчас тебя там какой-нибудь знакомый увидит, и типа... Что с тобой, типа, ты там крутой бизнесмен, на тралике ездишь, короче. Это было, конечно, я все понимал, да, я осознавал, что, да, господи, ну, ездят люди на транспорте, что такого, да, ну, то есть психологический барьер. Но эго, оно просто стрессует, ты не представляешь, в дрожь какую-то меня там бросало, короче, это капец был. Ну, со временем 1, 2, 3, потом уже я встретил человека, да, он там отшутился, как бы, ну, я не умер, как бы, ничего страшного не произошло. Потом, как бы, ну, свыкся, адаптировался, как бы, освоился. Ну, и самое главное, что понимаете, человек же может и дальше думать, что все, это кошмар, как бы, то есть, надо было разобраться в этом, что все в порядке, господи, ничего страшного не произошло. Ты сейчас на тралике? У меня сейчас на BMW, как бы, вот, ну, я, кстати, выхожу и спокойно сейчас сажусь на тралик, когда езжаю, мне даже нравится, там, сядешь сзади, знаешь, так кайфово, сидишь там в телефончике, там, покопаешься, что-то. То есть, я даже знаю такого тоже ресторатора, у которого нету такого эго. Шамиль. Да, спокойно. Я его иногда подвозила, даже когда мы приводили он детей мне всегда в этот говорил, садик. мне даже и не нужен автомобиль. Я сел, 3 рубля заплатил и поехал. Это правильное мышление, но вот таким должно быть. Вот у меня его не было. Ну, хорошо, что это со мной произошло. Слушай, это, наверное, может быть, тебе такой сверху ниспослан был такой сигнал, что ты просто пересмотрел все в голове своей. Мы все верим в какие-то высшие силы. Ну, говорят же, вот, ну, придет время, ты должен что-то понять. То есть есть такая теория, что раз ты как бы, ну, не успешен, да, опять вот в кавычках, то есть по социальным этим меркам, как бы, значит, ты, ну, как бы недостаточно адекватен. То есть у тебя есть какие-то ну, скажем так, в твоем механизме есть какие-то проблемные места, да, то есть в твоей вот системе этой, да, по которой как бы ты так или иначе действуешь, есть какая-то неадекватность. И вот дальнейший рост, он препятствуется именно вот этим моментом. То
То есть надо было что-то осознать, что-то понять надо было. Вот, возможно, кстати, ну, вот, что именно вот это же был стресс, когда паблик потерялся, то есть там денег стало меньше, это же кошмар, ну, ты стрессуешь. Вот, то есть, возможно, надо было понять, что вот именно, что ничего страшного-то не произойдет. Ну, жизнь так и будет крутить и крутить колесо, да, там, как у спинов. Вот, надо было это понять. И все, и как бы, когда вот этот страх ушел, появилась легкость. То есть теперь как бы вот жизнь, ну вот ты как бы живой, иди как бы поиграй с ней, ну иди сделай бизнес там, потренируйся, покачайся, там в футбол поиграй, ты не умрешь. Ну как-то так. Ясно. А вот новый кабак, который, да, вот сейчас ты запустил, поставил новое название, да, но добавил 2.0. Ну, это связано с 2020 годом? Не, 2.0? Не, господи, этот год, это вообще испытание для человечества было, да. То есть ты хотел это название, ну, оно тебе дорого, или чтобы те клиенты, которые были раньше, да, вот иностранцы приходили, все остальные, чтобы вернулись обратно? Ну, и то, и другое. Потому что прежде всего здесь как бы чисто был маркетинговый расчет, потому что все-таки паблик люди знают в этом городе. То есть о нем постоянно говорят. Сейчас, кстати, многие сравнивают старый с новым. Как бы. Кто-то говорит, что нет, такого, как раньше, нету. Короче, тот был крутой. Я говорю, во-первых, подождите еще, дайте время. Вот, то есть это расчет на маркетинг, то есть это был бренд, и как бы люди, услышав, что открылся Public Pub, тем более у нас там есть аудитория на Facebook, мы как бы рассчитывали, что там об этом мы объявим, вот, и что люди придут. Так и получилось. Сработало, когда да? То есть я видел там сейчас 30% гостей, это все наши старые гости, которые раньше к нам ходили, сейчас снова начали ходить. Да, и сейчас же самолеты, когда начнут летать, иностранцы, я думаю, тоже к нам. Да, этот вопрос у меня там попозже был, да, про то, что вот, ты то есть все-таки... это, извини, я закончу, да, чтобы уже с этим вопросом разобраться. И, конечно, он дорог, потому что все-таки это мое проявление. То есть Public Pub – это вот мое видение, как это место, где вот я хочу, чтобы собирались друзья, вот именно друзья, friends. Вот, как и было в паблике, да, где каждый друг друга знает, что человек туда приходил, там 12 столов сидят, как бы человек там 9 из них, 9 столов человек знал. То есть, вот, и там уже что происходит, то есть ты приходишь как к себе, там, к друзьям ты приходишь. Вот это та идея, которую как бы я пытаюсь реализовать, да, вот скажем так. Вот это некое сообщество такое, да, уже? Да. А разница на самом-таки деле какая между двумя пабликами? Ну, смотрите, я вот замечаю такую тенденцию, что, ну, вот есть же как бы, скажем так, вот европейского склада, да, скажем так, гости, вот, а есть вот больше как бы, как сказать, правильно это, ну, вот национального, то есть тот, который пошел бы, скажем так, в ресторан там Бухара, допустим, Бухару, да, там или Самарканд, ему там комфортнее. Я сейчас замечаю такой тренд, что люди начинают пробовать, и вот из той как бы касты, если можно так назвать, к нам все больше и больше сюда приходят, втягиваются, то есть как бы им нравится вот эта атмосфера, вот это непринужденность. Поначалу, конечно, немножко им так немножко некомфортно, потому что они привыкли сидеть в таких местах, где более все чинно, как бы так вот, ну как бы вот. А у вас там не чинно? Нет, у нас там сумасшедший дом. У нас шум, гам, как бы все тебе за привет. То есть у нас нету большого даже требования там к тем же официантам, что они должны вот так стоять, там вот так вот это. Нет, это паб. Там как бы все так. Понятно, что все должно быть, все вовремя должно приноситься, как бы это да. Вот, но вот некую такую расхлябанность я как бы даже приветствую. То есть там не должно быть этого, вот этой супер как бы... Чопорности. Отличное слово, даже я бы не сказал лучше. Почему? Ты решил вот как бы такую более демократичную обстановку создать? Не решил, всегда так было. Всегда так было в паблике? Да, это сама идея такая. Да. А вот значит, я не была. Точнее, я в том-то была, да, а в этом еще нет. Ну,
Это поправимое дело. Ты ведь одно время фактически управлял двумя бизнесами. Да. Скажем, ресторан и медиа. Да. Получается, невозможно управлять двумя бизнесами одновременно? Разными. Почему? Очень даже возможно. Ну, просто на то время у тебя совпали вот эти проблемы с пабликом, когда ты был в медиа, поэтому и вопрос так звучит, да, то есть... Да, или это было просто стечение обстоятельств? Это стечение обстоятельств. То есть вообще паблик паб закрылся по той причине, что вот у нас был летник, летняя такая пристройка была. Вот, и почти 80-90% столов, куда приходили люди, там само помещение, оно маленькое, немножко такое узковатое, там особо не развернешься, Вот, то есть торговля происходила вот там. Вот, и когда ремонтировали вот главную улицу, нам сказали, что надо это дело убрать, что здесь по проекту не должно быть летника. То есть это чисто вот со стороны властей, как назвать. Вот оттуда точно пришло. Вот, а так бы он бы сейчас работал бы, то есть проблем не было. Нам пришлось закрыться, потому что без летника там невозможно было торговать. То есть у тебя фактически это был налаженный механизм, крутились все шестеренки, а ты решил себя попробовать в другом бизнесе. Мне было в тот момент, я понимал, что нужен следующий шаг, потому что я хотел попробовать что-то чтобы себя что ли проверить. Вот, и там так подвернулось, что я об этом рассказывал своим друзьям. Так подвернулось, что там один мой друг, он сказал, что вот сейчас в Азии Плюс, у них там этап каких-то перемен, они пытаются там что-то поменять. И он меня познакомил с Умедом Бабахановым. Бабаханов, да. Вот, и значит, он меня, я ему рассказал, что мне хочется попробовать поуправлять большой компанией, именно как управленец. Вот, и мы с ним договорились, что вот я, значит, возглавлю, я месяца 4-5? Где-то так было. Полгода, в течение полгода, да. Полгода, да. Это тебе сказал твое эго? Это сказала, может, эго. Я сам хотел планку взять побольше. Я вам скажу, что там, конечно же, вот понимаете, чтобы управлять бизнесом, есть такая часть, ты должен высокое разрешение, есть такое понятие. То есть ты в этом бизнесе должен знать все детали. Правило 10 тысяч часов, да, то есть ты должен 10 тысяч часов проработать в этой сфере, чтобы видеть эти детали, все нюансы и так далее, и так далее. То есть сейчас слово есть такое, не квалификация, не специализация. В общем, ты должен разбираться в деталях, в нюансах, как это все работает, как этот. Вот, у меня вот этого не было. В медиапроекте этого у меня не было. Я думал, у меня были управленческие навыки, в которых я верил, и сейчас верю, что вот я умею с людьми работать. А вот этой части не было. Я думал, что со временем она наберется. То есть, если там буду достаточно больше времени проводить. И так и происходило. То есть, какие-то там уже понимание какое-то появлялось. Вот. Но потом я все-таки приходил туда на должность генерального. То есть, мне важно было, что я управляю этим. Вот. Потом там, значит, было принято одно решение пригласить этого консультанта. Вот, и я понимал, что по сути мы теперь начинаем плясать под ту концепцию. Вот, а у меня было свое видение, как это все должно было происходить. Вот, и мне Умед потом предложил, он говорит, давай это самое, ты помнишь, там начали происходить изменения, мы там много чего поменяли, да, вот. Может быть, Умед хотел быстрее, чтобы это все происходило. Может быть, я в этом плане немножко не оправдал его надежд. Вот он полгода где-то потом он все-таки решился на консультанта. Я понял, что все, теперь будем управлять вот так. Но он мне предложил должность коммерческого директора. Я сказал, нет, если коммерческий, это я не хочу, мне это не интересно. Мне именно хотелось проверить свою гипотезу, как управлять бизнесом.
на большом бизнесе и посмотреть, если будет срабатывать, да, то есть у меня вот идея, с которой я пришел, была вот в этом. Тут же эго подсказал. Тоже эго? Пристал к моему эго, да? Не, вопрос просто... Это уже сам. Вопрос в другом стоит. Я, насколько знаю, да, то есть ресторанный бизнес, это человек должен уходить туда с головой. То есть он нырнул и больше не выныривает. Почему? Потому что трудно потом как бы раскрутить это все, то есть поставить. Почему? Потому что когда человек платит, да, соответственно, ты сидишь, ну, максимум там, скажем, полчаса. В течение полчаса у тебя уже есть прибыль. То есть ты, соответственно, эту прибыль уже должен посчитать. То есть здесь срок очень короткий, хотя вот, например, мы там рекламу продаем, да, можем ждать клиента там годами. Оборотка быстро происходит. Да, оборотка быстро происходит. Соответственно, тот человек, который управляет этим бизнесом, он просто должен держать все на контроле. Да, значит, что касаемо, давайте тоже расскажу вам, меня в Public Pub. Вот любой бизнес, его можно разделить на некоторые составляющие. Да? Ну, если взять конкретно наш ресторанный бизнес, там есть, допустим, сектор кухня. Да? То есть должна быть вкусная еда, красивая, стильная, хорошо приготовленная. Есть бар, да? Где там должно быть огромное количество напитков. Хорошо, когда большое разнообразие, значит, коктейли вкусные должны делаться. То есть там есть твоя, скажем так, вот эта компетентность, да, которую бар должен предоставлять. Есть зал-сервис, да, это официанты, которые обслуживают, и так далее, и так далее. Вот, бухгалтерия, что еще? И какие-то там, допустим, то есть, ну, я не хочу, чтобы мы были просто заведением, куда приходят покушать, да. Должна быть фишка у заведения. Вот, как я сказал, наша, вот как мне кажется, это вот friends, то есть это друзья, и мы там делаем, периодически проводим какие-то мероприятия. Вот, обычно это игры. То есть вот сейчас вот дартс, турнир по дартсу прошел, тут уже второй на ура, то есть столько людей приходят, ну просто это будничный день мы делаем, то есть народу как будто это пятница. Так вот, это я потом понял, вот у меня было такое же представление, как ты, то есть контролировать все и так далее, и так далее. Оказывается, тоже было очень такое мощное для меня такое прозрение. Мы должны, вот если мы занимаемся каким-то бизнесом, есть некое наше проявление, да, мы как человек, как личность, как сущность, мы как-то сформировались, у нас какие-то были там в детстве интересы и так далее. То есть вот эта вот совокупность, она уникальная. И мы проявляемся, когда мы что-то делаем, в соответствии вот с этим как бы узором, да, таким неповторимым, который каждый из нас представляет. Так вот, надо было... Это все вот из бизнес-молодости, я вот их обожаю, то есть ребята, где я учусь. Мы вернемся к этому вопросу. Я понял, что я должен найти свое проявление вот в этом бизнесе. И так как мне будет... и важный фактор, тебе должно нравиться это делать. Если это тебе нравится делать, то тебе не надо, то есть это, говорят, тебе не даже если тебе не платят деньги, ты готов этим заниматься. И вот верите, нет, я не разбираюсь в кухне. Я не разбираюсь в напитках. Мне вот если глаза закрыть, да, этот виски, я иногда виски с коньяком путаю, ну, чтобы вы понимали. Там, ну, то есть, ну, там, уже там не говоря о сортах виски, периодически там пытаюсь, как бы, да, так почувствовать эти, да. Но я не разбираюсь, реально в этом не разбираюсь. В чем я разбираюсь? В чем моя вот эта компетентность, да, которая там проявляется, и вот на нее я делаю удар. Это я очень общительный человек, как ты знаешь. Я могу подойти к человеку через, там, когда иностранцы приходили к нам, там 5-6 фраз, как бы, и все, мы там лучшие друзья, как бы, ну, понятно, что это все там под небольшое шофе, но все-таки, то есть вот это, эй, как дела, там все отлично, да, все как, ну, то есть запоминать их имена, там, где он работает, то есть он один раз придет, в следующий раз он уже будет приходить ко мне, как в гости. Я вот эту могу вот создавать... коммуникацию. Да, вот я если подхожу к бару, допустим, там, этого там, приобниму что-нибудь, там скажу, анекдотик расскажу, туда-сюда, Вот это моя коммуникация. Ты создаешь атмосферу.
Ну, можно так сказать. Ты да. арт-директор. Вам не нужен арт-директор? Вот, и все, невозможно разбираться и в том, и в том, и в том. А вот уже надо как бы, это тоже важно, предприниматель должен понять, что он во всем не сможет разобраться. А вот на те сектора надо нанимать профессионалов и платить им хорошо. Платить им хорошо, чтобы быть спокойным, что в этом как бы сегменте у тебя будет все в порядке. Не, хорошо, как я и делаю. У тебя разрозненные сектора, правильно? Ну да, они разные. Не отдельно, Да, это отдельно. да. Но должен же быть дирижер всего этого. Не, я управляю. Понятно, что я уже не бросаю это на самотек, да. Но я не знаю, как там, сколько минут надо там подержать в параконвектомате, потом перенести, потом туда, потом туда. Этого не знаю. Есть 5-6 критериев, которые я контролирую, допустим, по отношению к кухне. То есть блюдо должно выходить вовремя, оно должно быть стандартизировано, то есть оно должно выглядеть так, как оно всегда выглядит. Вот, оно должно быть съедобным, ну, вкусным должно быть, да. Вот, то есть это вот контролируется, это сразу видно. Но вот так, чтобы нырнуть глубоко и там вот, то есть нет, это невозможно. То есть предприниматель – это человек, который погружается в каждый из областей на максимум 30%. У тебя просто ресурса не хватит. Ну, ресурса не хватит туда нырнуть, стать профессионалом. Я пытаюсь проецировать сейчас все это на себе. Ты смотрел фильм «Основатель»? Закажите мне тренинг отдельный потом. Ты смотрел фильм «Основатель»? «Основатель», не помню. Это фильм про Макдональдс. Нет, я его хотел посмотреть, не посмотрел. Ты сейчас мне его напоминаешь. Серьезно? Да, но он действительно... подожди, смотрел. Они там на конвейер бургеров наладили, да? Да, смотрел. Но там как бы человек, который потом пришел к этому бизнесу, он не был, то есть не занимался этим бизнесом. Он просто пришел и основал компанию Макдональдс. То есть он сам не занимался, то есть он не знал, как готовится бургер. Ну вот, да. Но он примерно там смотрел, как делается. Да. Так, подождите, вы сейчас хотите сказать, что предприниматель из меня плохой, потому что я разбираюсь во всем, что я произвожу? Нет, это не к этому, да, то есть у него была своя фишка, он знал, на что идет, то есть он складывался, хотя сейчас Махсуд себе противоречит, он говорит, я занимаюсь тем, что мне нравится, я люблю, но он, бросая свое любимое дело, идет в медиа. Ну, видишь, он просто нет. Да, я дело свое не бросал. Да, значит, работа в Азии Плюс заканчивалась в 5 часов. Работа в Public Pub начиналась в 6 часов. Я за часик доезжал до Public Pub и занимался опять тем, чем я занимался. То есть я не бросал Public Pub. Просто там действительно все было уже достаточно налажено. И это знаете, это был такой маховик, который, помните, колесо, когда в детстве катали, нужно так подбегать и так его дальше докручивать, чтобы он все время докручивался. То есть, а это не требовало бы много времени, как бы и так далее. Возможно, можно было бы развивать еще паблик дальше. То есть еще там что-то придумать. Может быть, надо было сделать Public Pub 2, ну то есть пойти по сетевому развитию, да, как бы. Возможно. Но на тот момент было принято такое решение. Я вот хотел попробовать себя как именно управленец. Поработать с большой компанией. Понимаете, управлять с теми, кто как бы немножко как бы позиции ниже, легче. Вот для меня было круто научиться как бы сотрудничать с сильными тоже, вот как с тобой, допустим, да, как мы в свое время сработались. Вот, то есть, вот я вот этому хотел научиться, потому что я понимал, что невозможно вырасти, будучи, если ты один. То есть надо вот перемножать сильного человека на сильного человека. Так и появляются, наверное, вот эти управляющие компании. То есть вот это мне было интересно. Ну вот свернул туда в тот момент. И нисколько не жалеешь? Нет, конечно нет. Всегда опыт. Это же классно. Познакомился с людьми, с тобой познакомился. Ну да. Смотри, ресторанов, кабаков, столовых, шашлычных в Душанбе, ну вот просто больше, чем общественных туалетов. Это в тему того, что мы сегодня делали материал. Почему ты опять пошел в эту сферу? Ой, ну, во-первых, я понял в какой-то момент, что
ну, я реально разбираюсь вот в этих двух областях. То есть ресторан и полиграфия. У меня был опыт, то есть я где-то 10 почти лет в полиграфии проработал, а потом меня мотало так или иначе по всем вот этим ресторанам. Я в Новосибирске работал директором ночного клуба. Потом, значит, у меня была бильярдная, спортбар. Потом был еще один ресторан «Самарканд». Потом был паблик-паб. Ну, то есть у меня компетентность, вот я вспомнил это слово, компетентность, у меня была в этих двух областях. И я понимал, что, ну, скорее всего, как бы в них и надо, скажем так, ну, возрождаться, да? Вот. И я никогда не оставлял попытки возобновить паблик-паб. Это, кстати, попытка где-то на 4-я. То есть я понимал, что на тот момент денег у меня не было, чтобы самостоятельно открыться в новом месте. Поэтому я искал партнеров. Я искал партнеров уже 2 или 3 раза, то есть мы уже все вроде... Я понимал, что как бы денег нет, я отдавал как бы львиный пакет как бы тому, кто будет инвестировать. Мне важно было, как бы, чтобы это возродилось, и чтобы там какая-то часть у меня была прибыли все-таки там. Вот, но вот возродить, пусть она работает, как бы я бы им управлял. 2-3 раза уже люди говорили, все, с завтрашнего дня начинаем, как бы вот деньги налом в чемоданах. И что-то потом выключался телефон, почему-то, не знаю, такие были моменты. Ну, решали, что нет, ну, не решались, как бы. Вот, ну и вот где-то с 3-й, я постоянно об этом говорил всем, то есть рассказывал, что вот кто хочет вложиться, давайте. То есть я верю, ну, вы видели, этот проект был успешный, там по нему скучают, то есть он, ну, точно он будет прибыльным, с большой вероятностью. Пришло время, как бы вот нашелся человек, который тоже, скажем так, его жизненная ситуация пришла к тому, что у него были деньги, как бы, и ему вот хотелось бизнес. Все сошлось. Максут, ты, короче, был такой сторонник, когда в бизнесе по одежке протягивай ножки. Мы с тобой об этом миллион раз говорили, о том, что... Объясни, пожалуйста, что это по одежке. Смотри, да, сколько зарабатываешь, столько ты и тратишь, и при этом ты должен что-то отложить. Это не к бизнесу, а вообще, ну то по есть, жизни, да. Нет, тогда у тебя просто такой был подход как раз-таки к бизнесу, то есть платить людям столько, сколько вот мы заработали, да, не устанавливая фиксированную зарплату и так далее, чтобы просто каждый понимал, что он это тоже один из участников бизнеса. Ты имеешь в виду? Он понял, да, ответственность, то есть это как раз-таки вот когда мы с тобой в медиа пробовались, вместе, да, то есть каждое направление, да, например, там, я не знаю, редакция, коммерческая служба, радио и так далее, чтобы они именно тратили столько, сколько они заработали. А не так, как мы установили им зарплату, да, и тянули просто этот бюджет, и где-то его не хватало, и где-то было очень тяжело, и о том, что нужно искать деньги, думало только всегда руководство. То есть конкретно там пару человек. Грубо говоря. Ты сейчас по такому же принципу работаешь? Да. Я даже так скажу. Компании, которые не будут работать по такому принципу, они, скорее всего, долго не протянут. Потому что, есть же понятие этих, да, KPI, да, ключевые показатели. В идеале, вот любой бизнес, он должен, скажем так, быть нашпигован датчиками по замеру KPI каждых из секторов. То есть должна быть некая шкала, да, такая. То есть, допустим, мы оцениваем там работу официантов, допустим, на каком уровне это сервис. Так вот, должен быть разработан механизм, да. Тут, понимаешь, сложно всегда это к деньгам привести. То есть, допустим, сколько мне уборщица приносит, она же как бы денег же не приносит, она как бы следит за чистотой. Но в отношении нее тоже должна быть шкала замера. И по которой мы понимаем, что раз вот так вот это, допустим, плохо, это середина, это отлично. Вот в бизнесе вот эти механизмы замера должны быть разработаны, и они должны отслеживаться. Так. Таким образом, ты сможешь как бы оценивать, скажем так, эффективность вот твоих как бы отделов, участков и так далее. Как ты замеряешь эффективность официантов? По какому KPI? Да, пример просто. Да, значит, смотри, есть критерии.
Значит, первый критерий, допустим, количество недовольных, ну, когда пожаловался, как бы это самая критическая как бы штука. Вот. Второй момент – это, значит, уровень чаевых, допустим, то есть тоже показатель, то есть его можно, ну, по нему как бы можно понять. Третий показатель – это вот довольство гостей. Вот да, как ты, есть, вопрос просто. Да, есть, значит, такой принцип тайного посетителя. Тайного посетителя. Вот, он заходит в заведение, значит, садится, как ни в чем не бывало. Вот, ставит перед собой там листочек какой-то где-то в уголочке, как бы. И я ему говорю, вот давай следи. Ну-ка, сколько раз, допустим, в течение определенного промежутка времени он подошел. Сколько времени, допустим, грязная посуда стояла на столах и не была убрана. Пепельница была вовремя это сделано или нет. Есть алгоритм, по которому он должен предоставлять меню. Значит, этот алгоритм они заучивают, значит, и если есть возможность, он должен слушать, как бы он по алгоритму работает или как бы вот как ему вздумалось, потому что если ты, допустим, не предложил что-то, то он мне не купит. Допустим, тот же самый десерт, да, вот в конце они постоянно забывают десерт предложить. Вот, поэтому им сделали там 10 правил, они их выучивают, и они должны вот работать по этому алгоритму. Вот он не предложил. Вот, то есть периодически, там раз в 3 недели, раз в месяц девушка приходит, и мы отдельно платим. Это я могу попросить кого-то там друга своего там или знакомого. Он это все у меня отмечает. Потом я как бы их вызываю и говорю, так, ребята, вот так вот, какие-то оценки потом, может быть, поставить. Слушай, а чаевые? Один вопрос такой шкурный сразу. Чаевые это, в принципе, это мои чаевые, если я официант? Нет, или у вас общие? Нет. Ну, у них сейчас общие. В разных ресторанах по-разному бывает. Есть, вот я лично за то, чтобы каждый оставлял себе, потому что это его эффективность. И у меня в старом паблике тоже так было. Вот я когда сюда пришел, у них общак. То есть они все они это... сами это решили. Не чаевые. Сейчас есть процент, а есть чаевые. Да. Чаевые это личное. Да. Вот. Оно как бы, хотя я не знаю. Нет, по-моему, это личное. Они чаевыми не делятся. Нет, процент всегда общий, да. Но, в принципе, нет, в некоторых кабаках по-разному, да. В некоторых, например, идут проценты от количества тобою обслуженных столиков. Нет, то есть просто и от сумм проданных. Суммы, да, проданных, да. Ну, когда я сюда пришел, они, оказывается, вот по этому принципу разделяли, деньги делили. То есть у них общая касса. В принципе, справедливо. Там, понимаешь, нет одного универсального метода. У метода есть хорошие плюсовые стороны, минусовые стороны. Там плюс был в том, что каждый как бы будет продавать, стараться больше продать, потому что он сразу же имеет к себе. Как бы, то есть это его деньги, он нацеленность на продажу. Здесь плюс в том, что это некую такую командность, да, скажем так, образует. Потом там еще сразу же, там есть зоны, где, скажем так, больше торговля, а есть как бы где меньше садятся. Вот, эту проблему тоже снимает. То есть они уже не гонятся, мне туда поставьте, там, или, допустим, меня поставьте в пятницу, то есть в пятницу тоже понятно, выручка больше. Там торговля же больше. Да, то есть эту проблему это решает. В принципе, как бы сейчас выручка, хорошая, вот, и я не стал это менять, я думаю, решили, как решили, как бы меня, в принципе, это самое. Если я вижу, что какие-то проблемы возникают, какая-то вялость, тогда я, может быть, вмешаюсь. Пока все нормально. То есть ты пришел на готовый персонал фактически? Да, мы же этот же ресторан, Public Pub же был бирхаус, да, и его выкупили. То есть, вместе сделали с персоналом. ребрендинг. Да, зачем? И кухня осталась та же? Кухня проработала где-то 3-4 месяца. Ой, какой 3-4 месяца? 1,5 месяца работала. Вот. Потом им просто предложили
более, было такое предложение в большем ресторане. То есть пропускная способность там большая. Там с ними тягаться бесполезно было. И они сказали, нам предложили. Я говорю, мы предложили, значит, идите. Быстро нашел поваров. Ой, да вообще легко. Серьезно? У меня даже в очереди стояли. Причем вернулись те, которые в старом паблике работали. Что интересно, так все совпало. А вот твои турниры в дартс, это вот акции, они привлекают гостей? Я прям сейчас не сглазить, они просто на ура так проходят. Я не знаю, вы видели по фотоотчеты? Видели. Да, то есть там просто мест не бывает. Просто мест не бывает. Приходится размещать где-то что-то там за баром, Сколько сейчас столиков у тебя? Ой, 27, по-моему. И 27 заполнены во время турнира. Вот, не поверишь. Еще приходится просить, можно он к вам подсядет, и так далее, и так далее. Не только турнир, нет, у нас хорошая заполняемость. В будни где-то 60-70%. 5 в субботу 100% посещения. И еще бывает, что в середине недели тоже там какой-то день выстреливает. То есть как похож на пятницу. И в дни, когда мы игры устраиваем, тоже очень хорошо идет. Тут у игр что еще, в чем плюс большой, что это такой хайп, да, то есть люди об этом говорят, рассказывают, мы принцип этого колеса, который ты делаешь, мы его так раз еще закрутили еще сильнее, и ресторан на этом еще катится там недели-две, потом раз еще что-то сделали. Такой принцип. Слушай, маховик. В твоем прежнем паблике ты рассчитывал на иностранцев. А сейчас запустился фактически в пандемию. Да. Да, ты заменил этих иностранцев. Я помните, рассказывал, что тренд есть перехода. Во-первых, какой-то процент публики, он все-таки был местный. Я даже думаю, что 50/50. Просто иностранцев было много, поэтому у людей создавалось впечатление, что там только иностранцы. На самом деле нет. Я вам, кстати, скажу, что кредитоспособные – это наши ребята. Они иностранцы. Да, иностранцы, они такие аккуратно тратят свои деньги. То есть я за наших. То есть была 50/50. И я побаивался, думал, что сейчас мы не наберем. Нет, все хорошо. Сейчас я думаю, дай бог, еще самолеты, когда начнут летать, если еще иностранцы придут. Расширяться куда-то придется. Как ты пережил? Кстати, мы сейчас будем летник строить. Сейчас уже сделали проект, да, у нас там площадка хорошая. А вы еще не успели, да, его Мы проработали поюзать? концовку лета, чисто под открытым небом, то есть быстренько там организовались столики и так далее, а сейчас мы хотим прям накрыть, чтобы было вообще прям комфортно, удобно. И эти, опять же, такие, газовые печки поставить. Да, с ними зимой, чтобы можно было сидеть. С ними и пакет, да. Уютно. И что? И пакет. Вот на этот раз мы будем основательно строиться. Будут стеклопакеты, но все равно пакет. А как ты пережил смерть бизнес-молодости? Слушай, бизнес-молодость не умерла. Они продолжают делать, просто я слежу за ними, они продолжают. Сама компания как таковой в том формате, в котором она была, ее нету, да. То есть они разошлись. Но они продолжают заниматься, чем они занимались. То есть и Петя, и Миша, допустим, у Миши сейчас продукт юниты, если вы знаете. Очень крутой продукт. Знаешь, да, юниты? Да. Очень круто. Я, кстати, сейчас один заказал, никак не решусь его пройти. Петя пошел по своему пути. Он понял, что важна, что бизнес-инструменты это второстепенное, что прежде всего важна именно психологическая трансформация. У него есть этот продукт такой, метаморфоза называется, 5-дневный, где он как Тони Роббинс, скажем, проворачивается людьми всякие эти. Я там смотрел. Индивидуально? Не, это зал. Это зал, но он там разбирает все. То есть он в психологию ушел, именно чтобы разбудить человека. Слушай, я, например, все-таки думаю, что компания не распалась. Компания как раз-таки не выдержала пандемию. То есть они работают в офлайне. Безмолвность? Да. А онлайн
не пошел просто вот. Вот, просто вот щас, это щас. просто было испытание на прочность. Сейчас, я отвечу на твой вопрос. Вот я помню, когда на G5 я готовил материал по нише, там у меня был я взял такую цитату, это Цунь Цзы, по-моему, «Искусство войны». Сначала надо сделать себя непобедимым, так звучит, потом вступать в бой. Что это означает? Вот, понимаете, Public Pub как бы был жив, пока была жива идея о нем, пока был жив я. И вот эта идея, что я рано или поздно ее возобновлю, не умирала она. Public Pub был, но он перешел как бы вот в такую, как бы сказать, форму, в ту ситуацию. Его не было как заведения на тот момент, но сама идея, вот эта энергетическая как бы некая составляющая, да, вот, она существовала. И бизнес-молодость, она как бы пандемия, да, как бы это реальность, как бы, нельзя собирать залы, все, бизнес как бы развалится, что ты сделаешь, то есть, нельзя собирать залы, вот, но они переходят в другую форму, но ту ценность, которую каждый из них как бы несет и хочет, как бы поделиться ею, да, вот, она в них же живет, она в разные формы перетекает так или иначе, в новых продуктах проявляется, но это проявление их сущности. Я вот говорил, что любой бизнес это как бы должно быть вот именно производное от личности, да, который этим бизнесом так или иначе управляет. Вот, поэтому они сейчас стали другими, но они трансформировались, да. И за счет этой трансформации они опять приходят к тебе и с тебя зарабатывают эти деньги. Насчет денег скажу вам, ребята. Да. Мне, это тоже надо было мне в свое время понять, да? Да. Деньги это всего лишь механизм, не механизм, а единица обмена на ценность. Вот этот культ, деньги, лишь бы сделать бабки, как бы. Нет, просто ты даришь людям ценность, а они тебе, как бы, они голосуют рублем. То есть, насколько качественный продукт, больше за качественный продукт они готовы больше заплатить. Если кто-то ставит задачу, главное вот как бы срубить бабла, он далеко не уедет. Если нету вот этого ядра, сущности, да, которой миссия еще называют. То есть у человека есть миссия, то есть он хочет изменить этот мир к лучшему, так как он за счет тех навыков, способностей, да, которые у него есть. Вот, то есть они вот так, а сколько за этот? Да, у него один этот стоит миллион рублей стоит, 1 за 100 у них есть. То есть человек 1 000 000 рублей платит за тренинг 3-месячный, как бы с ума сойти, и люди идут. Я бы туда пошел, я не на том уровне, да, то есть туда идут кто? Туда идут владельцы корпораций, потому что там одно решение, какой-то инсайт, который они могут как бы понять, как бы 100 миллионов выручки может изменить, да, то есть там же не так все. А если не изменит? Это уже вопрос количества попыток. То есть... как они говорят, если вот тот, кто не верит в мотивацию, тот неудачник. И в основном дают такой поверхностный курс, то есть не основываясь на тех образовательных навыках, как построить строение бренда, HR. Этого никто не отменял. Они берут, они могут тебе предложить, как создать лендинг, пропихнуть маркетинг. Да, то есть, когда это еще не нужно, еще ничего нету, еще платформа даже не существует. Есть и такие компании. Слушайте, я не хочу с вами спорить, да, у меня есть мое отношение к бизнес-молодости, это мое отношение к бизнес-молодости. У вас может быть свое отношение к бизнес-молодости. Ради бога, как бы я не пытаюсь с вами спорить. Ты точно изменился. Ты просто поменялся, уже видно. Просто. Так, подожди, давай-ка вот просто один момент я задам вопрос, это может быть. Помнишь на Джем-форуме тогда когда Zebra Hero представляли свой сериал? «Миллионер из Балашихи», он как раз таки был посвящен бизнес-молодости. Ты хотел задать какой-то вопрос, но так и не задал его. Я вам так скажу. А сейчас бы задал такой вопрос или уже нет? Нет, не стал бы задавать. Я Можешь озвучить этот вопрос? Вопрос был, что ты врешь? То есть,
чувак сделал, ну как, черный пиар, да, то есть на этом. Господи, эта акция, которая там была с цыганами, для компаний с, по-моему, 4 миллиарда у них был оборот годовой, как бы. Что там? Ну, как бы, ну что это за, когда цыгане что-то там пришли, что-то протанцевали, и что произошло? Да, у них посещаемость там 1 600 000, что ли, в день на сайте, ну, как бы. Что может там цыгане с этим сделать? То есть нет, они мощные. Цыгане, там то просто... есть, если посмотреть весь фильм, фильм основан именно на вот этой схеме, то есть как зарабатывают инфо цыгане, такие как бизнес-молодости. Ребята, у меня были инсайды от бизнес-молодости, после которых, то есть я понимал, и у меня выручка вырастала на 20%. Или был инсайт, просто вот щелчком я просто оптимизировал, и из тех же денег я там начал зарабатывать там еще плюс 5-6 тысяч самани в месяц. То есть это работает. То есть я же тоже не идиот, да, я же как бы, что я буду их хвалить? Это работает, это штырит, то, что они говорят, как они формулируют. Они вообще подошли, ну, если вы там немножко углубитесь, они же вообще перечитали там все бизнес вот эти тренинги, которые были на тот момент, как бы, и они поняли, что вообще все не то. Там вот один момент я могу рассказать. Допустим, они говорили, вот все, кто учат бизнесу, там, вот, когда же лендингу учат, вот это. Вот поучились, классно. Что изменилось? Да нет, как бы результат потом будет. Они сказали, нет, есть точка А и есть точка Б. Если нету движения с точки А, ну, в смысле финансового, да, как бы если нет движения с точки А в точке Б, то все, что происходило, как бы смысла не имеет. Это было вот первое фундаментальное, как бы, скажем так, принцип, в который они закладывали при обучении вот, как бы, предпринимателей, да. Вот, и они сказали, все, вы приходите сюда, там у них вот был продукт цех, он 2 месяца длился. Первое, что делаем, фиксируем точку А и ставим себе точку Б, цель. И за это время нужно прийти вот туда. Понятно, что у всех это не получалось, но этот принцип, он уже фундаментально все поменял. Только одна вещь, о которой я сейчас говорю. То есть... Ты, по сути, учился же онлайн, да? Ты же онлайн я собрал? ездил на 2-дневный у них интенсив был, это как бы предварительное. Да, потом, да, мы цех проходили здесь, я еще 5, 6, 7, 10 предпринимателей здесь. Ну, это онлайн было, по сути, да? То есть, что нам дает. Я был представителем. Очень тяжело сейчас, и тебе, наверное, онлайн вообще легко сейчас учиться, потому что мы все перешли на онлайн обучение, да. То есть... Ну, время свое диктует, то есть ничего не поделаешь. А ты использовал эти принципы, когда пришел в медиа? Конечно. Первое, о чем я говорил, что, значит, существует, ну, вот бизнес можно разделить на 2 категории действий. Первая категория – это операционные действия. Это действия, которые поддерживают, их делают каждый день, в любом бизнесе они есть. Это они поддерживают бизнес на том уровне, на котором он идет. Их надо делать. То есть еда должна готовиться, зал должен убираться, официанты должны обслуживать и так далее, и так далее. Но вот выручку поднимают другая категория действий – тактические действия. Тактическое действие, оно всегда новое, оно ни разу не повторялось. То есть это вот там идею, что называют, как бы. И бизнес должен на системно, ну, во-первых, следить, чтобы с операционкой все было хорошо, вот, и следить и на системном уровне, насколько это позволяет, ну, нужно это уже индивидуально смотреть специфику компании, там ее масштаб, но все равно на системном уровне с какой-то периодичностью делать новые тактические действия. Некие такие, как бы, отсылы к клиентам, то есть что-то новое им предлагать. А если промахиваешься, иногда же промахиваешься. Совершенно верно. И вот сейчас есть такой тренд, что если раньше как бы большие компании поедают маленьких компаний поедали, ну просто за счет как бы оборотов и так далее, то сейчас быстрые компании поедают медленных, да. Маленькие компании, которые очень мобильные, да. Вот. Тут важно еще какой момент сказать, что понимаете, почему в бизнес-то как бы не идут люди, казалось бы, да, там вот предприниматели свободные, там и денег больше и так далее, и так далее. Предпринимательство – это всегда стресс. И ты не знаешь, сработает это или нет. То есть твоя попытка, твоя идея, вот это твое тактическое действие, да, о котором мы говорим,
ты не знаешь, оно сработает или нет. Твоя задача просто попробовать это сделать. Не получилось, следующее, попробовать. И вот выиграет тот, кто большее количество попыток сделает за там, определенное количество времени. Слушай, а есть Знаешь, такая еще какое это проблема? слово? Итерация. Да, я знаю про это, блин, это слово. Я просто вспоминаю, да, то есть попытка делать больше итераций, она застопорилась одно время в компании только из-за того, что долго думали. То есть мы очень тщательно анализировали, изучали и прочее. Помнишь, сейчас я поняла, что... Помнишь собрания, когда сопротивлялись, вот, и там были, не будем называть их имена, как бы некоторые там у нас сотрудники, вот в медиа, как ты говоришь, в Азии Плюс. И я говорю, так, все, ребята, ну, я рассказал то, что я вам сейчас рассказал, что ну, никто не знает. И мне возражают, говорят, да это точно не получится. Ты что делал это? Откуда ты знаешь? Да, это и так понятно, что не получится. Ну, чаще всего с такими ребятами. Смотри, бизнес-молодость, идея создания вот этого продукта, да, она была на фоне того, что они скрестили личностный рост с какими-то инструментами бизнес-обучения. Одно от другого не может существовать. То есть поверхностно. Здесь личностный рост, здесь поверхностно. Не, поверхностно, потому что не использовались не все инструменты бизнес-обучения. Как можно все инструменты обучение теории бизнеса и всего остального, они туда не вдавались. Они давали только какие-то определенные аспекты, которые на данный момент необходимы. То есть с которыми ты можешь взять и как бы пойти в бой. Так. То есть тебе нравилась такая схема? Во-первых, это твое видение бизнес-молодости. Не, это не мое видение бизнес-молодости, это даже Forbes пишет. Forbes пишет? Значит, это мнение твое и Forbes. С чем я их поздравляю. Когда кто-то противоречит, ты считаешь, что он неудачник. Почему неудачник? Просто у людей есть свое мнение, вот и все. Но это не мнение, это высказывание психологов, я сейчас тебе экспертов. хороший пример приведу. Вот висят часы, да, Rolex. Когда на него смотрит миллионер, он видит часы, которыми он пользуется. Если на этот часы смотрит часовщик, он восхищается как бы идеальным механизмом, которым он видит механизм. Да? Для человека, который не может себе позволить, для него это недосягаемая некая мечта. Да? То есть одни и те же часы, но разные люди с разными как бы своими там позициями, своим видением видят в одном и том же разное. Поэтому я вижу бизнес-молодость так, как я вижу. Понимаешь, нет уже такой книжки, так, можно так заглянуть, как бы там написано так. Да, вот это правильно. Вот сейчас то, что ты сказал, там написано, это правильно, это возьмите за правильно. Трактовок, определений, там, формулировок, их же тысячи. Ты сформулировал свое, ну, как бы, поздравляю тебя. У меня своя, как бы, Зебо может о своем думать, как бы, ради бога. Думаю о своем, на самом деле. И вообще, я думаю о том, что надо, может быть... думал? Я сейчас буду как бы, нет, ты не прав, Фархут, подожди. Я думаю, что нам надо вообще подкаст записать о том, как делать медиа, да? Да. Потому что мы тоже начали это делать. Это же бизнес, по сути. Мы его и начинали как бизнес. Не просто так, потому что нам захотелось медиа и писать. Но ты любишь это дело. Я люблю, и я получаю от этого удовольствие. И начиналось это все, в принципе, ну, просто так, фактически, да, то есть мы начинали это с нуля, без денег, на салфетке, да. Так что это... Так ты пан сейчас? Я же говорю, я вот 1,5 года пан, ну, давайте так. С точки зрения бизнеса. Сейчас, с точки зрения социального восприятия, я сейчас пан, да. Я сейчас как бы котируюсь, меня начинают приглашать. Кстати, еще одно приглашение сейчас было на бизнес-инкубатор, просят там выступить. Вот, то есть вот есть социальные представления, да. Да, по ним я сейчас пан, но я на него не ориентируюсь. Я паном стал вот 1,5 года назад, когда причем этот процесс, он не должен останавливаться, ты должен все равно еще учиться, совершенствоваться и так далее. Но вот тогда что-то во мне так изменилось, и я почувствовал себя хорошо. И я понял, что счастливым можно быть без огромного количества денег. Я не говорю, что вообще без денег нельзя. То есть, ты должен там что-то зарабатывать. Но это разные категории. То есть быть счастливым и иметь много денег
и быть счастливым. Ну, то есть можно без денег, без больших денег, да. То есть я пан, вот, говорю, 1,5 года назад, когда что меня вот проштырили некоторые инсайты, я так успокоился, так, и этот. А так, ну, сейчас вот получается, ну и получается. Завтра может Public Pub закрыться, ну и значит закроется. И стресса больше не будет? Нет. Я вот сейчас могу уйти. Ну, не надо. Не, сам не хочу. Мы еще не посидели у тебя. Все, у нас получился такой, можно сказать, жизнеутверждающий и психологический философский подкаст. Философский. Прошлое забыто, Будущее закрыто, настоящее даровано. Это был подкаст «Три медведя». Пока. 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 Спасибо всем.